Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать, уважаемые зрители, слушатели. В прямом эфире передачи «Якутск сегодня». И проведу его сегодня я, Анна Федорова, исполнительный директор акционерного общества «Прогноз» и автор инклюзивного проекта «Обнимаю сердцем». В нашем городе есть замечательный инклюзивный танцевальный ансамбль «Илдегей». И ему в этом году исполняется уже 10 лет. К сожалению, сейчас у нас в студии нет бессменного руководителя ансамбля Арины Владимировны Васильевой, но я вам хочу передать свое искреннее уважение и восхищение вашим талантом, Арина Владимировна, раскрывать звезды среди детей с ДЦП, с поражениями опорно-двигательного аппарата и с иными особенностями здоровья. Итак, у нас сегодня классные гости, участники инклюзивного танцевального коллектива «Илдегей» Василий Борисов и Айсен Неустроев. Ребята, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Борис Василий. Я посещаю наш ансамбль с самого первого занятия, вообще с самых первых выступлений. Меня зовут Айсен Неустроев, мне 18 лет, и вот тоже со дня основания тоже танцую. танцуете? Да. Да. И 10 лет уже, Да. вашему ансамблю. Что дает для вас участие в ансамбле «Илдегей»? В первую очередь, для людей, которые передвигаются на инвалидной коляске, это уже движение, это социализация, выход в общество, то есть это, мы не застреваем в четырех стен, то есть мы посещаем разные мероприятия, то есть находим новых друзей, становимся более, социализованный, даже если представить здорового человека, который, грубо говоря, в четырех стенах, он, даже любой человек здоровый, может стать совсем замкнутым в себе человеком. Конечно, это очень тяжело, я понимаю вас, я бы не могла, наверное, долгое время находиться в четырех стенах и жить только в этом пространстве, да? А что вы чувствуете, Айсен, когда вы выходите на сцену? Это волнение, страх. Что сказать еще? Этот страх потом, наверное, перерождается в удовольствие, да? Да, и хочу заметить, что Арина Владимировна является представителем большой педагогической династии Васильевых и является отличником системы образования нашей республики. Да. А сколько человек в вашем ансамбле? У нас в основном составе, вообще у нас в ансамбле около 60 ребят, но в основном у нас 30 ребят. И также и ребята с инвалидностью, и здоровые ребята. А в какие города вы ездили? Мы ездили в Москву на международный фестиваль «Открытая Европа», который проходил в Москве. Наш ансамбль там занял гран-при. И так мы в 2016 году мы ездили на Республику Крым, на международный инклюзивный фестиваль «Алтын-Майдан Крым». Там также наш ансамбль занял гран-при. Как раз показывают фотографии вашего ансамбля в Москве. Да. Ага. Айсена, еще в каких городах вы были? В Крыму, были еще? В Крыму, да. Ага. И где вы участвовали, как раз... Алтын-Майдан Крым, он проходил в Республике Крым. Да. Алтын-Майдан. Еще, ребята, я очень благодарна вам, что вы участвовали на инклюзивном концерте. И как назывался тот номер, который вы представляли? Сейчас мы можем попросить, чтобы включили видео. Северные какие-то мотивы были. Как называется это? «Сияние севера». Да. «Сияние севера», пожалуйста, включите, и мы посмотрим.
А помимо, вот вы участвуете в жизни ансамбля, да, вы танцуете, а внутри ансамбля какие-то мероприятия вы проводите? Еще давайте посмотрим ваше выступление. Очень красивый номер. И я вижу, как вы перевоплощаетесь, да? Да. Очень зажигательный такой энергичный танец. Вот казалось бы, как можно на колясках, да, передавать вот эти эмоции, эту энергетику? У вас это вообще здорово получается. Друзья, вы можете нам позвонить, мы в прямом эфире, пожалуйста, по номерам 32 00 66, либо 32 11 66, если у вас есть вопросы, пожелания нашим гостям. Напоминаю, что у нас в гостях Василий Борисов, Айсен Неустроев, это участники инклюзивного танцевального ансамбля Илдегей. Кстати, что означает Илдегей? Да, вот название Илдегей — это не просто случайный выбор, символ, да, то есть эти два слова имеют определенный смысл. Вот, то есть, допустим, слово «ил», оно обозначает дружбу, единение, сплочение, а вот слово «дегей» — это «встань на ноги и танцуй». Очень хорошее название. Вы вообще необычный коллектив, уникальный коллектив. Да. И у вас есть еще своя звезда. Айсен, расскажите, пожалуйста, вот как ваш ансамбль получил звезду на небе? История нашей звезды ЛДГ началась 25 августа 2016 года в международном инклюзивном конкурсе «Алтын Майдан». Ансамбль ЛДГ достоился высшей награды Гран-при, где присвоили звезду, названную в честь нашего ансамбля. Традиция организаторов конкурса «Алтын Майдан» присуждает имя победившего коллектива нашей звезды. И когда присвоили имя, какую звезду называть, организаторы конкурса использовали дату создания ансамбля, и по этим данным была присуждена звезда созвездия Девы, так как наш ансамбль был основан в сентябре. Ой, молодцы какие, классно! Это же такая мечта, иметь звезду на небе. Молодцы. И выдан сертификат о присвоении звезды 15-й увлечена созвездия Девы по имени Илдегей. Илдегей называется звезда. Мощно. Что я могу еще сказать? Вот как раз видео, да, идет, по-моему, вашу звезду сейчас показывают. Да. Вот помимо того, что вы выступаете, у вас проходят какие-то мероприятия же, да, внутри самого ансамбля. Чем вы занимаетесь? Мы празднуем дни рождения друг друга, празднуем разные праздники, то есть как Новый год, майские праздники. Если вспомнить, да, такой самый яркий момент, это у нас, наверное, выезд зимой на съемку этого по нашему номер 12 месяцев, да, по сказке 12 месяцев, да, мы выезжали в лес, да. То есть мы вокруг, да, собирались вокруг настоящего костра, сидели в костюмах, нас снимали на камеру, нас снимали с квадрокоптера. Очень понравилось вам, да? Да, потом это получилась очень такая яркая, реалистичная картинка. Сколько человек участвовало в этой театральной постановке, Айсен? Там, получается, 12 месяцев пачерица, еще... человек 20, наверное, человек 20 да? И вы все выезжали в лес, да? Да. Чуть-чуть вам интригу тоже, да? Мы от своего сердца, от нашего проекта с ангелами добра в воскресенье собираемся к вам пригласить тайного гостя. И я думаю, что это вам очень понравится. Да.
Да, мы хотим для вас тоже сделать подарок к вашему 10-летнему юбилею. О, Расскажите, Айсен, пожалуйста, про спектакль «12 месяцев». Сейчас как раз посмотрим видео, да? И вы потом добавите. Друзья, посмотрите, пожалуйста, на экран. На экране сказка «12 месяцев» начинается. Сейчас мы посмотрим короткий отрывок, но полностью его можно посмотреть на Ютубе, да? Так понимаю. Да, ребята? Завораживающая картинка, костер. А как в поисковике набить, чтобы посмотреть полностью вашу сказку? 12 месяцев Илда Гей, да? То есть, Да. если так мы Да. набьем, то сможем найти, да? да. Да. Очень хочется посмотреть. Очень хочется посмотреть. Айсен, а что вы чувствуете, когда вы собираетесь, когда вы идете на встречу? Кстати, сколько раз в неделю вы собираетесь? В неделю у нас так. Мы репетируем обычно по субботу, но если у нас есть запланированное выступление, мы уже ориентируемся на дату выступления. И, Каждую субботу, да, собираетесь? Но не Ну. каждую субботу, но стараемся. Да. стараемся прийти Мгм. по возможности. Понятно. А скажите, пожалуйста, вот как вас найти? Как можно записаться в вашу студию? Вы можете записаться по адресу Ломоносова 37, дробь 2. Мгм. То есть вы можете туда подойти и узнаете всю необходимую информацию. Хорошо. А со скольки лет как лучше подходить? 6 лет и без возрастных ограничений. Мгм. А в вашем ансамбле дети сейчас танцуют с 6 лет, и самый взрослый, какой возраст участника? Самому 31, 31. да. 31. Вот видите, а у меня-то было понимание, что только дети могут, да, Мгм. участвовать. Оказывается-то вот как. У вас шикарные костюмы. Кто их шьет? У нас есть своя швейная мастерская, также нам, и родители тоже шьют, Мгм. помогают. Потому что у вас же такие очень красивые костюмы. Да. Прямо профессиональные. Вы профессионалы большой сцены. Ребята, а где еще вы участвуете, кроме жизни ансамбля? Помимо ансамбля мы еще и занимаемся в инклюзивном театре «Алгос». То есть он открылся у нас с 19 года. С 19 года, да, то есть это как получается. Мы выступали на мероприятии благотворительного фонда Харсхал, и нас заметила режиссер Лена Грим и пригласила в театр в качестве уже как артистов. Айсен, есть что добавить? Еще где участвуете? Молодежный клуб «Среда», да? Вы резиденты тоже являетесь. И что вы там делаете? Но там занимаемся физкультурой, всякими разными этими кружками. Какой-то там кружок. А тебе какой нравится больше всего? Мне вот глинотерапия понравилась. Глина. Мгм. Отлично. А какие там кружки есть? Вот есть глинотерапия, театральная студия, да? Да. Что еще? Там получается, то есть не как, все время, то есть одно занятие, то есть там каждую среду меняется тема, да, то есть там Да. каждую среду совершенно другая тема, совершенно другой, приглашенный гость. Да, то есть это может быть и
блогеры, танцоры, хореограф. Певцы даже могут. А ваши танцы где можно посмотреть? Есть ли сайт, либо на Ютубе? Ну, несколько видео должно быть в YouTube, выложено в YouTube. Ну и в Инстаграм В тоже Инстаграме есть, и в есть. Телеграме тоже. Да, в Инстаграм тоже есть. В Телеграме как вас найти? В Телеграме среда, как бы, среда называется. Просто Центр написать среда, «Среда»? да. Ага. А вашего ансамбля в Телеграме нет, да, странички? Дагаевская пока в Телеграме нет. Мгм. А в скольки вообще вы в конкурсах участвовали, если так вот вспомнить? Я думаю, что за 10 лет это, количество большое, да? Мгм. Ну, это вот очень много. Как уже мы танцуем с 2010 года. Так, подождите, если вы говорите, вы танцуете с 2010 года, Это как маленькая студия Да. мы были. начиналось маленькой студии. да. Ага. Дети солнечного мира. Да. Ага. Арина Владимировна говорила. А потом Да, ансамбль. А Да, потом да. мы уже стали ансамблем такой. Да, в 2013 году мы уже стали полноценным ансамблем ЮЛТГ. Да, и тогда, получается, вы, те люди, которые открыли ансамбль ЛДГей, да? Да. Мгм. Да, потому что, смотрите, была вначале маленькая студия, сколько там человек У участвовало? нас там было 12 ребят с инвалидностью. Вот, 12 ребят с инвалидностью. Сейчас участников большого танцевального ансамбля ЛДГ около 60. Да. Да. Около 60. Это, там мощная организация, да? Вот. И так хорошо и тепло, когда вот вы рассказываете о том, что вы вместе празднуете дни рождения. Показывали фотографию, где ваши мамочки, да, сидят, Да. тоже Да. рисуют. Мгм. Это такое сплочение, дружба. Я думаю, что вы все очень дружны друг с другом. Да. Постоянно общаетесь, наверное, да? Да. Да. А как вы ставите номера? Наши номера ставит наша руководительница Мгм. Арина Владимировна. Да, то есть мы выбираем, как сказать, определенную музыку, да, и ориентируясь по музыке, по возможностям ребят мы ставим танец. Айсана, у тебя какой самый любимый танец? Северный. Вот это «Северное сияние», Да, которое мы «Северное сияние». смотрели, да? Да. Он очень яркий же. Да. Ага. Твой, Вася? Наверное, тоже северный. Тоже «Северный». Да. Я вот видела на фотографиях, там есть какой-то номер, где девочки танцуют. Вот как ангелочки в белых платьях. Номер этот Мгм. помните? Он один из первых номеров, он показывает, смотрите, можно видеть. Вспомнил. Да, потому что номеров много за Да, 10 лет, да. да, тем более вы не участвовали в этом номере, конечно, поэтому можно и забыть, да? Да. Какие у вас есть пожелания тем, кто тоже сидит дома на коляске, да, например, и может, они даже не знают о том, что есть такой ансамбль. И сейчас вот они смотрят телевизор, да, либо слушают радио. И вот какие пожелания есть для них? Скажите, пожалуйста. У нас 1 минута осталась. Да, хочется сказать, что не сидите дома, будьте активными, занимайтесь разными творческими деятельностями, хоть и человек с ограниченной возможностью, хоть и здоровый, то есть творчество, но находит таланты человека, ведь у каждого человека есть свой талант. Да, спасибо, Айса. Мгм. Есть какие-то пожелания у нас? Осталось несколько секунд. Всем хочу сказать здоровья, счастья и всех благ. Спасибо большое, спасибо. Мгм. У нас заканчивается первый блок. Друзья, оставайтесь с нами. Дальше мы его продолжим и будем разговаривать по ипотерапии. И мне будет помогать в этом
Я Айсен Неустроев. До свидания. Дорогие зрители, слушатели, мы продолжаем передачу «Якутск сегодня», и второй блок у нас будет об иппотерапии. Об иппотерапии уже известно было с времен Гиппократа, в его трудах упоминалось о реабилитации с помощью лошади. И очень хорошо, что в нашем городе есть профессионалы, специалисты, которые проводят реабилитацию людям с проблемами здоровья. И сегодня у нас в гостях один из них, инструктор по адаптивной верховой езде Максим Кармишин. Максим, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, о вашем методе. Да, ну вот. Наверное, раз уж начали с Гиппократа, небольшая историческая справку нужно будет сделать, да, ну, думаю, понятно, да, прежде чем на лошадях ездить, их научились есть. А потом научились ездить, и уже потом поняли, что езда верхом приносит определенные положительные плоды, и, как вы справедливо сказали, первым это известным до нас, нужно сказать, письменным источником на эту тему были как раз труды Гиппократа. Ну, он тут примерно в одно и то же время с ним был другой знатный древний грек, выражаясь современным языком воин-контрактник Ксенофонт. Так вот, ему Перу принадлежит тоже две очень значимых, выражаясь современным языком, книжки «Гепарх» и «Оконницы». Вот, кстати, если «Гепарх» — это сугубо военная книжка, ко мне отношения не имеет, но сама вот эта вот книжка «Оконницы», она переиздана на много языков и до сих пор используется. Собственно, именно там описаны все классические методы управления лошадью. Да? А вот что касается непосредственно развития именно такой вот реабилитационной направленности, то, наверное, правильнее уже будет говорить о начале 20 века, о временах Первой мировой войны, когда в Англии врачи вспомнили, вернее сказать, прочитав Гиппократа еще в студенчестве, подумали о том, что какие-то ранения можно проводить реабилитацию на фоне прошу прощения, по этим мероприятиям по реабилитации некоторых ранений, именно используя верховую езду. Да, Максим, спасибо, что вы рассказали об истории и, данного вида реабилитации. И, друзья, сегодня мне помогает второй блок вести Айсен. У него сегодня журналистский дебют. И ваши вопросы, Айсен? Я хочу спросить, какие бывают виды реабилитации при помощи лошади? Хорошо, да. Ну, вот, собственно говоря, вернее сказать, направления два основных. С помощью посадки на лошадь. Об этом тема. Вот этот вот комплекс, он более обширный, о нем чуть позже расскажу. И без посадки на лошади он коротенький. Из 3 пунктов всего состоит, собственно, то, что сейчас принято называть трудовой терапией. Это, собственно, выполнение видов каких-то работ, свойственных работе в конюшне, обслуживанию лошадей. Езда на повозках в качестве кучеров, пассажиров или таких, управляющих лошадью. И вот относительно недавний молодой метод называется ипповенция. Ну вот он по сути своей имеет прямую взаимосвязь со всеми остальными видами иппотерапии, той же каннотерапии, да, когда основным инструментом, если можно так выразиться, реабилитации является собака. Да, в силу того, что домашние животные с людьми живут уже очень давно, и в силу этого очень они хорошие эмпаты, очень хорошо чувствуют настроение людей. Собственно говоря, есть исследования, что собаки, в частности, чуть топчусь по чужому огороду, могут различать по запаху состояние здоровья своего хозяина. Лошади хозяев нюхать не умеют, но понять состояние какое-то эмоциональное вполне могут. И в силу даже, может, обеспечения своего личного лошадиного комфорта предпринять какие-то методы, погладить, обнюхать, что-то такое. Вот. Но что касается теперь верховой езды в том смысле, в каком ее все понимают, да, она тоже, в свою очередь, делится на разные виды. То есть это когда тоже иппотерапия,
Кстати, вот этот вот, судя по всему, термин уже отмирающий, его вот заменят на адаптивную верховую езду. Да? Просто такая вот тенденция идет во всех видах реабилитации. Лечебные заменяют на адаптивный. Так вот, иппотерапия относится к виду реабилитации с верховой ездой, но без управления наездником лошадью. Ну, то есть лошадь водит под узцы коновод, еще идет рядом человек, который ребенка страхует, а он там всяческие гимнастические упражнения выполняет. Дальше комплекс методов, связанных с управлением с лошадью. Да? Ну, это, собственно, все методы, включая конный спорт. Следующий вопрос, наверное, да? Есть? Да. Когда и где данный вид реабилитации получил официальное признание? Так. Какой интересный вопрос. Официальное признание, но это середина прошлого века, и даже есть, что характерно, две женщины скандинавских, так сказать, которые, собственно, и находятся у истоков этого метода. Это, собственно, некая госпожа Бодекер, это скандинавский тренер по конному спорту, и ее воспитанница Лиз Хартел. Эта вот девушка перенесла... она занималась конным спортом, но в силу особенностей, в общем, перенесла полиомиелит в то время, когда еще не было вакцины, и, как правило, от такой заразы умирали. И остались у нее последствия. И вот, занимаясь верховой ездой, она смогла эти последствия преодолеть, и в дальнейшем занимала призовые места на Олимпийских играх в Хельсинки и Мельбурне. Ну, кстати, примерно в 60-е годы же и в нашей стране велись изыскания, но они ни к чему не привели. В Новосибирске, в Минеральных водах и еще где-то в Краснодарском крае. Вот во время рекламной паузы мы тут общались по поводу адаптивной верховой езды, и, оказывается, Василий тоже да, ездил на лошадях. Да. Какие у тебя остались впечатления, ощущения? Он такой очень ярко вспоминающий моменты, да, когда ты первый раз в жизни, когда ты первый раз садишься на лошадь, как ты кормишь лошадь, как ты находишь с ними общий контакт. Тебе очень понравилось? Да. У нас иппотерапию, значит, можно получить у вас. Расскажите, пожалуйста, вот где вы работаете, где вообще это располагается, как вас найти? Вообще про работу придется опять рассказать. Работаю я в нескольких местах. Что касается иппотерапии, это благотворительный фонд Полежаевых. Он находится в микрорайоне Малая Марха на улице Белая гора. Также я исполняю работу еще в ОНО «Особый ребенок» и в проекте сопровождаемого проживания РКЦСО. Вот. А что касается иппотерапии, мы находимся в Мархе. Так. Расскажите, пожалуйста, как ребята реагируют на первые занятия? В общем-то, все по-разному, да. В среднем таких моделей поведения несколько. Кто-то, в общем-то, лошадей боится, и какой-то контакт происходит, может, на втором-третьем занятии, кто-то сразу садится верхом. По-разному. Все зависит от недугов, а от, в общем-то, воспитания. От воспитания, конечно, в первую очередь. А при каких заболеваниях помогает этот тип терапии? Так вот, список заболеваний, он все время корректируется, но это считается заболевания опорно-двигательного тракта, ряд психических заболеваний, связанных какой-то с нервной деятельностью, ДЦП, также олигофрения с определенными ограничениями, синдром Дауна. Все значительная часть заболеваний, связанных с психиатрией и неврологией. Вот. Да, спасибо большое. Итак, у нас телефон в студию, пожалуйста, звонок в студию, пожалуйста, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Спасибо большое за эфир. Я бы хотела узнать, кому можно
вот пройти вот такую вот езду на лошади, и что будет меняться у человека, который вот прошел такую терапию? Что происходит с человеком? Какие плюсы после этого? Спасибо. Пожалуйста, Максим. Ну, вопрос очень общий, если честно. Все зависит от того, какие цели ставите вы сами, какой недуг у вашего ребенка и какие у него водные сейчас. Ну, как правило, очень здорово меняется костный костяк, мускулатура подтягивается. Ну, собственно, ну, опять же, все-таки все зависит от того, какого заболевания у ребенка. И поэтому я вас прошу, пожалуйста, оставьте ваш номер телефона, и потом после эфира Максим вам перезвонит, и вы можете уже пообщаться, ну, по поводу конкретного вашего вопроса. У Айсаны еще есть, да, вопросы к нашему гостю Максиму? Да. Когда и кем был замечен положительный эффект для здоровья от верховой езды? Ну, собственно, мы уже с этого и начали, да? Мгм. Ну, предположительно, Гиппократ. Также были труды Галена, если брать восточные страны, Авиценна, он же Ибн Сина. Кстати, все эти три товарища считаются отцами медицины. Вот это основной костяк. Ну, был еще в эпоху нового времени во Франции знатный такой энциклопедист Дени Дидро, но он уже более системно к этому вопросу подходил. Но все-таки, опять же, системно, но, как все энциклопедисты, очень теоретически. Ничего конкретного не сказал. Максим, а вот если смотреть практически, то при инсульте насколько большая польза? Вы работаете с людьми, которые перенесли инсульт? Ну, вот смотрите, да, в том, это все строго с разрешения врача. Дело в том, что сама процедура, она такая, прежде чем прийти к нам, конечно, даже любым спортом, надо собрать ряд документов, включая разрешение от лечащего врача, а в ситуации с инсультом как раз от нескольких врачей, включая невролога, там, участкового педиатра, если речь идет о детях. Но, в принципе, да, улучшается подвижность суставов, есть описание, опять же, ну, сам я с этим никогда не сталкивался, вроде бы даже есть научно верифицированный факт, что улучшалась речь, ну, просто в силу того, что улучшалось кровообращение, в целом улучшалось обмен веществ, ну, в общем, улучшалась деятельность всех необходимых для развития систем организма. К вам обращаются с какими в основном заболеваниями люди? Ну, так, по нисходящей, основной костяк моего этого контингента, если можно так сказать, это ребята с аутизмом, ну, просто в силу того, что я работаю в особом ребенке. Дальше РОП ЦНС, тогда еще ниже ДЦП, и вот, собственно говоря, один ребенок был с инсультом. Ну, сейчас ждет потепления, пока не ходит. Да. И также вы являетесь автором книги «Реабилитация детей с ОВЗ при помощи лошади от А до Я». Где можно ее приобрести и как с ней ознакомиться, прочитать ее можно? Ну, теперь только в электронном виде, а еще какие-то добрые люди выложили ее в интернет, собственно, по названию можно найти в интернете. Да, вы можете ее показать сейчас в эфире. Так, куда показывать? Вот. Да. Это ваша книга. Спасибо вам за нее. Можно ее посмотреть? Да, конечно. Здесь, я так понимаю, ваши как раз вот практические какие-то кейсы, да, советы. Расскажите, пожалуйста, о ней. Ну, да, это вот плод трудов ковидных, когда было самоограничение, как называлось-то правильно, и сам я болел. Ну, здесь, собственно, практическая часть-то небольшая, только в заключении. Здесь я просто систематизировал все знания, которые у меня были по разным направлениям. Ну, тут в основном базовая информация, как раз методы возникновения, функции, способы занятий и всякое такое. Хорошо, спасибо большое. Айсан, у вас есть еще вопросы к Максиму? Вопросов нет? Нет. Нет вопросов. Как долго вы занимаетесь вот этой профессиональной деятельностью и как вы к ней пришли?
Так, ну, наверное, отсчетом можно брать 16-й год. А задумки давно были. И вот заниматься верховой ездой я начал еще в советском Узбекистане, можно так сказать, на ипподроме в Ташкенте. И тогда, и уже позже несколько, и мне рассказал мой тренер, что когда-то у него была группа детей-инвалидов. Ну, как-то это тогда запало, но продолжения не имело. И я сам там был еще не сильно-то взрослым. И второй какой момент побудительный, он случился на юрфаке. Я тогда еще студенческим дзеном не владел и не умел молчать, когда надо. И где-то на уроках уголовного права возник вопрос уголовной ответственности лиц с ментальными расстройствами. А примерно в тот момент я считал, раз ментальное расстройство, значит, человек недееспособный. А раз недееспособный, то никакой ответственности быть не может. Ну и вот преподаватель меня попросил написать на эту тему эссе, и тогда я заинтересовался вопросом работы с лицами с ОВЗ. Вот. А книгу вы написали, получается, в 2020 году, да? Ну да, это первая часть, сейчас вот на подходе вторая, но она будет более такой расширенной. А как в интернете вообще найти информацию о благотворительном фонде Полежаева, где вы работаете? Ну, я к тому, что как вообще вас можно найти? То есть в 2GIS что нужно забить? В 2GIS можно набить КСК «Мустанг». Да, у вас какие есть пожелания для наших зрителей и слушателей? У нас эфир заканчивается. Да, всем поправиться, не болеть и вообще быть счастливыми. Да, спасибо вам большое, что вы согласились, за то, что вы носите в жизнь людей сказочный мир иппотерапии. Друзья, у нас сегодня на эфире были замечательные наши гости. Это участники танцевального инклюзивного ансамбля «Илдегей» и Максим Кармишин, инструктор по верховой адаптивной езде. Спасибо, что вы были с нами.